В Нерюнгри на горнолыжной базе «Горизонт» прошли соревнования по сноуборду и горнолыжному спорту. В течение 3 дней за победу боролись 9 районов, 71 участник. Результаты чемпионата идут в зачет 4-й спартакиады зимних видов спорта Республики Саха-Якутия, которая должна была завершиться еще в прошлом году, но из-за эпидемиологической ситуации она была перенесена на этот год. С сожалением, судьи и спортсмены отметили, что по объективным причинам не приехали на соревнования спортсмены из Мирного и Ленска. В соревнованиях по сноуборду участвовали команды из Мегино-Кангаласского, Амгинского, Вилюйского, Момского, Тампонского и Чурапчинского улусов, а также спортсмены Нерюнгринского и Алданского районов и сборная города Якутска. Всего 36 сноубордистов из 9 команд. В соревнованиях по горнолыжному спорту участвовали 35 спортсменов, представляющие команды Нерюнгринского и Алданского районов, Амгинского и Чурапчинского улусов города Якутск. У нас возрастных категорий 2. 2003 год и младший, 2002 год и старший. То есть разбор возраста, разнос возраста очень большой. Горнолыжники и сноубордисты прибыли в Южную Якутию для покорения вершин и демонстрации оттачиваемой с каждым годом техники. При этом многие на лыжи встали не ради победы, а чтобы с пользой провести время. Программы первых дней – слалом и слалом-гигант с 2 попытками прохождения трассы. Эти категории предполагают спуск по трассе с прохождением контрольных точек, называемых воротами. Ворота состоят из расставленных на разном расстоянии друг от друга древков и флагов. Пропуск контрольной точки или пересечение ее лыжами грозит спортсмену дисквалификацией. Многие участники чемпионата встали на лыжи и сноуборд только в прошлом-позапрошлом годах и уже не побоялись рискнуть и проверить свои силы на соревнованиях. Тяжело. Всегда упал, падал. Это весело, хорошо. Кататься. У нас нет таких гор. Здесь пришли и тренировали. Чурапчинский, там улус, Амгинский подтягиваются к промышленным, и уже и в количественном составе у них сборные полные, и качественно. Самым юным участникам соревнований 8-9 лет. Сегодня маленькие звезды выходят на такую же трассу, что и взрослые, опытные лыжники. Я начала первая. Очень там было красиво, потому что гора высоко. И очень было быстро, потому что я хотела победить и попасть на первое место. Среди участников спартакиады не только представители спортивных клубов и школ, но и самоучки. Так, Софью Борисову из Якутска отец поставил на лыжи несколько месяцев назад. В свой 9-й день рождения у Софьи был дебют. Первые соревнования, где юная лыжница продемонстрировала свои умения. Мне, конечно, понравилось, очень классно ездить на лыжах и одновременно у тебя день рождения, и тебя все поздравляют, это же так приятно. Мне нравятся они, потому что можно легко, как бы ты летаешь. И я начинаю быстро ездить, но папа просит меня не ездить быстро. Активная юная лыжница Дарина Белоус начала покорять сноуборд в 5 лет и сегодня хорошо помнит этот день. Сначала начинала все каталась. Развивалась сначала просто. Каталась, так спускалась. Потом начинала листиком. Это когда так вот едешь, чуть-чуть скорость набираешь, а потом в одну сторону, в другую. Так вот ехала. И так я постепенно начала тренироваться. Это олимпийский вид спорта, и я хочу стать самой знаменитой. Отец Дарины тоже участник соревнований по сноуборду в своей возрастной группе. В Якутске клубов нет среди сноубордистов, поэтому это минус. Поэтому приходится тренировать самому. Это больше как хобби. Увлекся как раз тоже 3 года назад, когда ставил Даринку на доску. Цель была поставить дочку, а сейчас у нас получается фактически соревнования с дочкой. Кто больше, кто быстрее, кто сильнее. Командное золото чемпионата в слаломе и слаломе-гиганте по обоим видам спорта у хозяев соревнований. Открытием сезона стали 2 нерюнгринские юниорки – горнолыжница Евгения Широчина и дебютантка республиканской спартакиады сноубордистка Дарья Воробьева. Спортсменки заработали все золотые медали в своих видах дисциплин. Я занималась беговыми лыжами, потом, получается,
на Дитязи мы поехали, нам пришлось перейти на горный, потому что, команду собирали, мне понравилось, и я решила заняться горными. Я занимаюсь, получается, год, занимаюсь. Скорость, экстрим, мне нравится это. После этой спартакиады, меня тренер на Россию хочет вывести. Буду тренироваться. Я встала впервые на сноуборд года 3 назад, или 4. Тогда прям влюбилась в этот спорт. Все очень круто, мне все очень понравилось. Это мой первый такой опыт в соревнованиях. Так получилось, что именно наша группа каталась именно тогда, когда солнце и снег растаял, и уже не было так сильно льда. Поэтому вроде все хорошо. Любовь к зимним видам спорта Дарьи Воробьевой привили родители, проводя с детьми свободное время на выходных с пользой на горнолыжной базе. У нас, можно сказать, это действительно семейное, потому что мы на горе постоянно всей семьей. Мы с женой лыжами занимаемся, горными, увлекаемся, скажем так, не то чтобы занимаемся, а действительно просто увлекаемся. А вот дочка и сын занимаются сноубордом. И, скажем так, дебют был весьма успешный. Занятие спортом, оно всегда приносит только положительные эмоции, только положительное настроение. И, естественно, это укрепление здоровья, состояние здоровья в целом. Судила соревнования бригада из 15 человек. Главный судья соревнований Сергей Лавин отметил высокий уровень подготовки спортсменов. Хотя прошлый год из-за пандемии был неудачным для подготовки, все продемонстрировали прекрасную форму, боевой дух, отличные результаты. В отдельных видах у нас жесткая конкуренция. Это, как всегда, мужчины. Очень большая группа, и среди них много перворазрядников. Там жесткая борьба была у мужчин, у горнолыжников, и у мужчин-сноубордистов тоже очень жесткая борьба, у них большая конкуренция. Они там секунду в секунду шли. Нерюнгринка Ирина Гузова заинтересовалась зимними видами спорта после долгих лет занятия волейболом. Учиться кататься на лыжах девушка пошла в спортивный клуб «Высотник» Нерюнгринского района. Просто мы спортсмены универсальные, можем везде, во всех видах спорта. В гиганте, в слаломе, это первая моя спартакиада. Очень здорово. Первое впечатление сначала, когда мы пришли, была гора очень скользкая. Даже многие спортсмены из Якутска собирались отказываться уже от... Сначала прокатились дети, они нам снег почистили, стала гора такая мягенькая, все взяли на себя малыши. И мы уже очень хорошо даже добрались, да. Гора была хорошая. Вообще впечатление хорошее, замечательное, я очень рада, что я поучаствовала. В рамках 4-й спартакиады зимних видов спорта в Нерюнгре также прошли республиканские соревнования по параллельному слалому. 2 участника одновременно проходили по 2 расположенным рядом трассам, которые соответствуют друг другу по параметрам рельефа, снежного покрова, количества ворот. Все справились с виражами трассы и показали хорошие результаты в своих возрастных категориях. Хорошее настроение, доброжелательная атмосфера позволила провести настоящий праздник спорта. Я на сноуборде пробовал, тоже научился, но лыжи, не знаю, это ощущение полета, когда по трассе идешь, а сейчас на Эльбрусе был 3850, катаешься, 1,5 километра перепад, и 5 километров едешь просто под соточку, это ощущение полета. Не знаю, я специально зимой отпуск беру, мне моря не надо, мне лыжи давай и снег. Сотрудники за это любят. У меня в 2016 году дочь чемпионкой стала тоже первой, 22-х, по-моему, одна единственная девочка до 18 лет выступала за Нерюнгринский район. Сейчас хорошо, что развивается горнолыжный спорт, то есть массово идет. Я много по горнолыжкам езжу. И маленькие встают, иной раз смотришь, из каски только лыжи торчат и палки. И 50, и 60 лет люди встают, то есть наоборот хорошо. Зимняя спартакиада – свидетельство стойкости и выносливости жителей Якутии к суровым погодным условиям. Соревнования с каждым годом наращивают потенциал, вовлекая в свои ряды новых приверженцев активного, здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий, увлечений. Это дарит огромный заряд бодрости и хорошего настроения. Это настоящий праздник спорта и дружеского общения.